нас очень много мероприятий, очень много параллельных мероприятий было. Запуск ВОЛС в Татинском районе сегодня запускали и многое другое. Я хотел бы, знаете, что, коллеги, вам рассказать. У меня есть очень такая довольно, скажем так, презентация, в которой я очень давно выступаю. Вот. Видно ее, да? Там махните или что-нибудь, чтобы я слышал. Ага, все, видно, хорошо. Вот, вот тут еще написано, что я директор технопарка. Это старая презентация, но она не потеряла актуальности, потому что я не стану вас грузить там тем, что делаем мы в республике. Вот, я просто так, как вы готовитесь сейчас к выступлению и готовите свои продукты, да, к защите, я хотел бы рассказать про основные технологические тренды. Вот. Мичил, с этой презентацией же никто не выступал, да? С этой презентацией нет, никто не выступал? Хорошо, ясно. Ну, на всякий случай спросил, а то вдруг я за кем-то повторяюсь. Вот, потому что презентация, ну, уже много лет, как бы, да, и понятно, что кто-то может тоже рассказывать по такой презентации. Вот, вот это Нью-Йорк 1900 года, 5-я авеню. И видите, очень много гужевых повозок. Вот, и, пожалуйста, покажите мне здесь, видите ли вы здесь машину? Только кареты. Только кареты, да? На самом деле неверно. Вот это автомобиль. Да? Да, это автомобиль, вон колеса видно. Вот. И на самом деле то же самое было со смартфонами. То есть сейчас я вам расскажу про логику. То есть потом прошло буквально 13 лет, и покажите мне лошадь, как говорится, да? То есть это тот же 5-я авеню Нью-Йорка, но только автомобили. То есть за 10 лет полностью изменился не только вид улицы, да, но произошел смена технологического уклада. Вместо грузовых повозок, ну, то есть этому предвещало создание двигателей внутреннего сгорания, плюс запуск вот индустрии 2.0, это запуск заводов. Генри Форд запустил первую промышленную линию, соответственно, это позволило быстро производить автомобили. И вот представьте, что когда вот здесь ездили извозчики, они думали, что они навсегда. Их отец работал извозчиком, прадедушка работал извозчиком, и это доставалось им по наследству. И они думали, что всю жизнь они будут так работать. Но технологический слом, да, сдвиг, создал новые профессии, такие как водитель, появились автомастерские, автозаправочные станции там, и прочее, прочее, прочее. И, соответственно, либо людям пришлось переучиваться из гужевой повозки, становиться водителем, либо становиться безработным. Да? Именно так происходят технологические сдвиги. Вот, кстати, вот это вот осталась единственная лошадь, вот здесь показывается, да, что за 13 лет осталась только одна лошадь. Вот, то есть между нами происходит вот постоянно каждый год технологические индустриальные революции. Вот, все мы будем индустрии, вот я рассказывал про индустрию 2.0. Вот, индустрия 1.0 это был механический ткацкий станок, первый паровой двигатель. Вот, потом массовое производство и первый программируемый логистический контроллер. То есть и так появились Intel, Microsoft, Hewlett Packard, Apple и прочее, прочее. И, кстати, вот хочу сказать, что в Якутии бурный рост IT-отрасли дали, кто скажет, какие две технологии дали рост? Поднимите руку и скажите, кто может сказать, что дало такой бурный рост развития IT-отрасли в Якутии? Вопрос. Что дало бурный? Да, поднимайте и отвечайте громко, я вас слышу. Алмазы. Алмазы? Так, еще варианты. Ресурсы. Ресурсы, хорошо, еще вариант.
Все, алмазы и ресурсы, да, на этом у нас IT-отрасль поднялась. Культурное наследие. Что? Добавляем культурное наследие. Культурное наследие. Ну, уже неплохо. Что еще? Драйвер. Индрайвер? Ну, да. Ну, индрайвер это же следствие. Я говорю про причину. Почему индрайвер появился? Давай. Ну, люди, они жили в 19 веке, в 20 веке жили люди. Но что-то IT-отрасль не развивалась особо. Даже в 1990 году только начиналась IT-отрасль, но все равно такого бурного развития не было. Ну ладно, мучить не буду. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Скорее всего, индрайвер появился из-за проблем с перевозкой и недосказанностью между заказчиком и, собственно, самим таксистом. Ну, вы правильно говорите про бизнес-модель. Так появилась бизнес-модель, да, что было сложно дозвониться до такси, тарифы высокие, холодно зимой было, и нужно был агрегатор, который агрегирует человека и непосредственно водителя, да, как Uber. Так появилась группа ВКонтакте, группа независимых водителей. Так люди, я сам лично в этой группе сидел, писал: отвезите меня с Савинского до Каландашвили за 100 рублей. Да, так проверили гипотезу, да, это customer development так называемый. Но я сейчас про технологии, про технологические уклады. Какая технология позволила развиться вот таким эпом, как InDriver? Ну, в общем, просто вы там все молодые, вы, видать, жили уже в этом мире. Просто до 2010 года, до 2010 года в Якутске не было быстрого интернета. От слова вообще его не было. То есть у нас был интернет, можно было открывать письмо и видеть, как я старею, да, когда пока письмо это открывается. То есть там 1 мегабит файл можно было скачивать 2 дня. Вот. Вам сейчас это кажется, что это какое-то безумие, это была правда. Быстрый интернет пришел в Якутск 21 декабря 2012 года, только 9 лет назад. Вот. И потом появился 4G. 4G интернет – это мобильный интернет, который вот вам дает сейчас возможность мобильного устройства скачивать, смотреть YouTube, пользоваться социальными сетями, скачивать с App Store, с Play Market, скачивать разные эпы, да, играть даже в игры. Вот. Соответственно, вот мобильный интернет и быстрый интернет и развитие смартфонов, так таковых, потому что смартфон первый появился, вы помните, в каком году, да, Apple выпустил смартфон. В каком году смартфон появился первый, коллеги? В 2008. Да, все верно. Вот, соответственно, вот это 3 технологических уклада появления смартфонов, быстрого интернета и 4G дало возможность развитию, бурному росту вот, мобильных эпов. Да? То есть появился рынок. У нас в Якутии 85% населения имеет смартфоны, проводит на 3 часа больше, чем среднестатистический россиянин. И благодаря вот этому развитию в мире, в том числе, можно теперь пользоваться гаджетами, скачивать различные эпы, устанавливать и пользоваться вот такими устройствами. Да? Вот это технология, которая позволяет создавать что-то. Да? Следующая индустрия 4.0, она будет развиваться на фоне роста таких систем, как киберфизические системы, киберкомпьютеры, да, и 5G, да, и блокчейн. Соответственно, вам надо уже готовиться, смотреть вперед, что дадут, допустим, 5G. Вот кто знает, 5G сколько приземляет на одно устройство, какую скорость? 1 гигабайт. Сколько? 1 гигабит. Да, это минимум. 1 гигабит в секунду – это минимальная скорость 5G. Вот сейчас вы можете проверить через там, замеры скорости интернета. Там в среднем у нас от 5 до 30 мегабит, там, в зависимости от места, где вы находитесь, там в среднем 10-15 мегабит 4G дает, а тут представьте скорость 1 гигабит. Вот. И какие возможности это дает? Это дает возможность в первую очередь развивать такие вещи, как IoT.
Кто знает, что такое IOT? Руку поднимите. Так, раз, два, вижу. Ну-ка, скажите, что такое IOT? IOT – это Internet of Things. Что такое Internet of Things? Интернет вещей. Поясните мне, что такое интернет вещей? Что это такое? Это совокупность приборов или, ну, в общем, они образуют единую сеть. Сеть передач. Да. Не только передач, ребят, не только передач. Единая сеть передач – это вот башня МС сотовой связи, там Wi-Fi роутеры, там WiMAX системы. В общем, IOT, да, если коротко, по-простому объяснить, это когда вещи начинают общаться с вещами. Понимаете? Не человек с человеком или человек-сервер, а сервер-сервер. То есть, или, допустим, умная какая-нибудь там, какой-нибудь умный холодильник заказывает продукты питания в какой-нибудь маркете, да, то есть в каком-нибудь маркетплейсе, да. Он видит, что в холодильнике закончился там молоко, пустой слот молока стоит, и он заказывает молоко в интернете. И робот-доставщик доставляет молоко домой. Да, это вот IOT, как бы, да, или, допустим, беспилотный транспорт, вот, который уже у нас в Иннополисе есть, Сколково ездит, Яндекс.Такси, да. Я сам пользовался, заказывал, беспилотный транспорт существует. Это тоже элемент IOT, когда вот 5G позволяет приземлять большую скорость и стабильную скорость, соответственно, можно управлять беспилотным транспортом. И вот вы должны уже жить в этой парадигме, потому что 4G – это уже состоялась технология, по сути, десятилетней давности. И вы, придумывая свои какие-то вещи, которые вы хотите в будущем внедрить в жизнь, да, сделать эту вещь полезной для общества, там, да, изменить мир к лучшему или заработать на этом денег, вот, в этом ничего плохого нет тоже, да. То есть вот это вы должны знать эти тренды технологические, вы должны внимательно следить за ними. Я рекомендую посмотреть лекцию технического директора Google, который предсказывает развитие технологий на 100 лет. Да, понятно, что он там приблизительно говорит, но в принципе и квантовые компьютеры, и 5G, и другие вещи он предсказывает. И это в ближайшие 10 лет произойдет, коллеги. Вот. Какие еще тренды? Это, как я сказал, рост производительности компьютеров, это deep learning, это интернет вещей, это большие данные. Да, про большие данные можно будет еще отдельно поговорить. Это дополненная смешанная реальность, это автономные роботы и 3D-печать. То есть здесь еще можно долго, ну тут надо добавить 5G, другие еще технологии, но это вот в принципе основные для того, чтобы вам сильно не расплываться, можете погуглить тоже, посмотреть. Но их тоже надо знать, потому что требования к вашим вещам, которые вы будете делать, будут совершенно другое. Это надо четко понимать для себя. Вот. Ну, допустим, простой пример, что iPhone 4, да, он даже 4-й iPhone, сейчас, кстати, сегодня был презентован, находит iPhone 13 уже, да, оснащен был процессором, который в 4 раза мощнее был процессор, установлен на марсоходе Curiosity, да, то есть, соответственно, сейчас процессоры стали гораздо мощнее, да, они стали маленькие, мощные, производительные и станут еще мощнее. То есть искусственный интеллект настолько сильно развивается, что он уже не только, допустим, используется в социальных сетях или в интернет-торговле. Да. Можете примеры привести использования искусственного интеллекта в повседневной жизни, с которым вы встречаетесь ежедневно? Можете сказать? Алиса? Алиса, да, абсолютно верно, Алиса. Сирия. Пошли по помощникам, да, Siri, Алиса. У нас, кстати, в Якутске появился Айта. Это искусственный интеллект, помощник главы республики. Вот. Кто знает, что есть искусственный интеллект, который помогает Главе, да, это ее зовут Айта. Artificial Intelligent Task Advisor переводится, Айта.
Вот, на самом деле искусственный интеллект используется в Инстаграме, там, когда вы делаете Snapchat, это начинал делать, там, когда вы делаете там маскарад, допустим, да, вот то, что вы когда маски одеваете, это все AI, да. Но AI пошел дальше, и, допустим, искусственный интеллект уже написал книгу. Он прочитал там более 10 тысяч произведений и неплохо уже пишет книги. Вот. Поэтому вышел указ президента страны Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об искусственном интеллекте в октябре 2019 года. Его приравнивают к такому оружию, как ядерное оружие в свое время, потому что мы должны создавать искусственный интеллект с умом, как говорится, да, подходить к нему с общими правилами мировыми и контролировать развитие этого процесса. Потому что если мы видели фильм, какой фильм, где был Skynet, как фильм называется? Терминатор. Терминатор, да. Когда выходит искусственный интеллект из-под контроля, что происходит? Ну, в кино вы видели, да? Но на самом деле искусственный интеллект помогает людям, упрощает жизнь, делает те вещи, которые человек не может делать, но, соответственно, в этом есть и перспективы, есть и угрозы. Да? Соответственно, у нас есть лаборатория AI в Якутске, мы этим тоже занимаемся, поэтому, кому интересно, можно будет отдельно это обсудить. Интернет вещей я рассказал про него. Большие данные знают все про вас. Если вы думаете, что вы, копаясь в интернете, не оставляете цифровой след, вы глубоко сомневаетесь. Вы все оставляете цифровой след. И условно Google или Яндекс или другие крупные корпорации знают больше про вас, чем ваши родители. Вот. И, соответственно, большие данные – это озеро, океаны данных, которые позволяют прогнозировать потребительские, скажем так, предпочтения или прогнозировать какие-то события даже в будущем, да, в ближайшем будущем. Вот. И это его используют и в финансовых структурах, и в интернет-торговле, и в мобильных сетях, и для принятия каких-то решений, маркетинговых в том числе решений. То есть это вот сейчас дата-сайентисты, вот, аналитики данных, самые востребованные тоже профессии на рынке. Вы должны тоже это знать. Но самые близкие к этому это не программисты, как бы думали бы, это ближе к этому математики. Поэтому я рекомендую вам всем учить не только там программирование, там языки программирования, но и математику. Ну и дополненная реальность, это уже используется на заводах крупных, она облегчает, снижает риски, ошибки, в рекламе используется. Я думаю, что она еще, рынок себя еще нормально не исчерпал, так же, как и виртуальная реальность. То есть это как только подешевеют эти гаджеты, станут доступны населению, их станет там больше миллиарда, конечно, рынок взлетит вверх. Ну и автономные роботы, знаете, я учился в MIT в Бостоне, был вот в компании Boston Dynamics. Недавно клип, наверное, видели, да? Руки поднимите, кто видел клип, где роботы падают, встают. Да. Вот это на самом деле военные технологии. Вот Boston Dynamics работает по военному заказу обороны Америки, соответственно. И эти вроде бы безопасные, на ваш взгляд, роботы, не дай бог, если кто из вас пойдет в армию служить, вы можете их встретить на поле боя. И вот тот терминатор, который вы, соответственно, видели в кино, он уже существует, он бегает, просто в роликах он безобидно открывает двери, прыгает со стола, а если ему дать автомат или какое-то другое оружие, соответственно, это становится грозным оружием. Да? Вот. Вообще, в принципе, военные технологии всегда были драйверами инноваций, и Силиконовая долина вокруг этого собиралась, вокруг Стэнфорда из-за гособоронзаказа Америки и НАСА, да, соответственно. Ну и 3D-печать. Моя мечта, чтобы в Якутске печатали дома. Да, это быстро, дешево, сердито. У нас очень дорого стоит жилье. Я на самом деле думаю, что 3D-печать позволит снизить стоимость жилья. Ну, заканчивая, сказать, что сейчас знания становятся дороже диплома. В крупных компаниях не спрашивают дипломы, спрашивают, что вы умеете.
Вот даже в IT-школе Ларионова выпускники не получают диплома, а делают портфолио своих работ. Поэтому навыки и умения сейчас становятся важнее дипломов. Да? И вот то, что сейчас вы получаете знания, это на самом деле очень круто. В Якутске не хватает программистов, не хватает веб-дизайнеров, не хватает просто дизайнеров, 3D, там, дизайнеров. Ну, то есть все, что связано с IT-отраслью, сейчас самые востребованные профессии на рынке Якутии и мира. Если Михаил Ефимович Николаев, на родине которого вы находитесь, в Актемцах, говорил, что каждый житель Республики Саха должен знать 3 языка, это якутский, русский и английский, вот, то я говорю о том, что нужно знать еще 4-й язык, да, то есть якутский, русский, английский и язык программирования. Если вы знаете Python или Java или C++, там, или другие языки, вы можете спокойно найти работу в любой стране мира. Вот, соответственно, вы на правильном пути, друзья. Ну вот, как сказал, взлет умных машин. И вот новая медиасреда – это очень важный момент. Социальные сети захватили, соответственно, все. Если вы посмотрите 5 топовых компаний, самых богатых компаний мира, это Apple, это Facebook, да, это Google, это Alibaba, да, это Amazon. Это только IT-компании. Если там лет 20 назад это были нефтяные компании, то есть сегодня это только IT-компании. У нас такими компаниями являются InDriver, Майтона, Фантастик, и в Якутске у нас в IT-парке более 119 компаний, и мы генерим 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. И вы можете совершенно законным способом, благодаря использовать свой талант и мозги, стать долларовым миллионером, сидя в Якутске. Эти возможности мы сегодня предоставляем. Вот. Ну и связанный мир, шеринговая экономика. Молодежь сейчас больше хочет владеть, не владеть, а пользоваться, то есть брать в аренду. То есть каршеринг, самокаты. То есть раньше мы все хотели брать, покупать машину, сейчас модно за рубежом брать в аренду. Или мы любили покупать квартиры, молодежь сейчас любит через Airbnb или другие эпы брать их в аренду на какое-то время. И в целом до пандемии был тренд на путешествия, но сейчас пандемия все это остановила. Но тем не менее, зато рост цифровых пользователей вырос. Да? В мире 8 миллиардов жителей и 4,5 миллиарда пользователей, и они еще будут расти. Вот. Ну, на этом я заканчиваю выступление. Я могу разговаривать бесконечно, но времени мало и время позднее, поэтому давайте пару-тройку вопросов, и на этом все. Надеюсь, было интересно. Поднимите руку, кому было интересно. Ребята, Так, вот одному человеку было интересно. Супер. Юху. Жизнь удалась. да, тут я не видно, поэтому... Поднимите руки, говорю, кому было интересно. Дайте обратную связь. Кому было интересно? О, нормально. Круто. Если бы я к вам приехал, было бы еще интереснее. Но, к сожалению, не смог это сделать. Но я думаю, мы еще с вами увидимся. Пожалуйста, вопросы. Вечер, меня зовут, у меня есть следующий вопрос. Вы рассказывали о том, что вы учились на IT. Вы можете больше рассказать о своем выступлении? Очень интересно знать. Да, мы в 2017 году поступили в MIT. Это Кембридж, район Кембриджа, то есть штат Массачусетс, да. Вот. Нас училось там 8 человек, так называемая бостонская восьмерка. Вот. Мы поступили, да, за нас, за обучение оплатил Алмаз Регионбанк, за что им огромное спасибо. Вот. Но хочу сказать, что поступить туда непросто, то есть 2 пути, то есть надо обязательно очень хорошо знать язык. То есть английский язык, он должен быть выше, чем даже upper intermediate, то есть требования очень высокие. Ну, то есть практически native должен быть английский, то есть вы должны очень хорошо говорить на английском. Писать на нем, отвечать на тесты, читать на нем, бегло переводить, то есть требования к английскому очень высокое. И, конечно, там не смотрят ЕГЭ, к сожалению, наше российское. Там нужно сдавать отдельные экзамены. Вот. Если вы сдадите хорошо экзамены, можно поступить даже бесплатно. Есть специальные курсы подготовки, есть специальные сайты. Я потом, если надо, через Мичило скину ссылки, где можно читать, готовиться к поступлению. Но это на самом деле непросто. Ну и, соответственно, можно поступить на платный, как мы сделали, на платной основе. Но это очень дорого. Вот, очень дорого и, соответственно, лучше, конечно, бесплатно.
Вот. Но зато, получив диплом MIT, конечно, двери практически всех технологических компаний мира для вас будут открыты. Вот так. Какие у вас были баллы по математике и физике? Ну, не для вашего факультета. Чуть погромче можно? Не слышно. Баллы по математике. По математике что? Какой? 5. 5? Оценка спрашиваю, оценку какую? С. Ну, плохо слышно, просто микрофон, что ли, не работает. Очень плохо слышно. Но я могу требования скинуть, они там меняются ежегодно, да. Вот я могу скинуть требования. Там в зависимости от факультета. Вы знаете, MIT интересный, он как МГУ. Там не только, там, скажем, там на программистов учат, да, там есть факультет психологии. Мы учились на факультете, на экономическом факультете, то есть это MIT Sloan School, да, Business School называется. То есть там можно на психолога поступить. Там разные профессии, поэтому зависит не только, скажем так, математика нужна не везде. Вот что я хотел сказать. И вот там, Мичил, попрошу микрофон сделать, потому что тебя, Мичил, слышно, а вот детей почему-то не слышно. Я плохо слышу. Еще вопрос? Так, там у нас был еще Аслан Барабал. Я понимала, это интересно было. Интересно было? Так, еще есть вопросы? Раз. Я услышал ваши успехи. Кто-то микрофон. Раз. Мне понравилась ваша презентация и услышал как ваши успехи в своем карьере. Мне больше всего хотелось бы узнать, что вы планируете делать дальше. Какие у вас проекты и идеи развития? Ну, у меня планов очень много. Есть планы как министра, да, есть планы как человека, да, то есть как бы планы как министра я хочу максимально дать быстрый интернет в каждый населенный пункт республики, потому что только благодаря интернету можно развиваться, экспортировать продукцию, получать знания, да, то есть мы сейчас подключили 350 населенных пунктов и остаются отдаленные, нам надо вот вкладывать инвестиции, чтобы дать интернет всем детям и всей республике. Это первая задача. Мы открываем IT-центры в районах, мы хотим обучать детей и взрослое население навыкам, различным цифровым технологиям. Это не только программирование, там, это разные навыки, может быть, там e-commerce или IT-маркетинг или Data Science. Вот, и открываем школы, реформируем среднее образование. То есть надо готовить специалистов. Ну и, конечно, мы создали акселератор, IT-парк, венчурный фонд, то есть финансируем стартапы. Я хочу, чтобы в Якутии было больше 1000 стартапов и больше 10 единорогов, да, то есть таких как Индравия, должно быть много компаний, около 10 тысяч рабочих мест, зарплаты от 3 до 5 тысяч долларов, чтобы город Якутск стал городом умных, и счастливых и богатых людей, да, которые создают экономику знаний. Да. А как человек у меня много проектов интересных. Я сам работаю ментором в акселераторе, поддерживаю стартапы различные, консультирую. У меня есть идея экологического проекта, называется «Экоклик». Я хочу настроить эко-мониторинг с помощью IoT, с помощью датчиков, вот, собирать не только данные там, по задымлению, по там, температуре, но по разным другим параметрам и, соответственно, собирать эти данные по всему миру и делать на них продукты. Вот, да, то есть, если коротко так объяснить. Но пока, к сожалению, нет времени этим проектом заняться, но если уйду с министерской должности, займусь этим проектом. Ну и давайте крайний вопрос, ребята. Крайний вопрос. Раз.
У меня еще один вопрос. То, что вы говорили, дать всем детям нашего района, Республика Якутия, стать всем интернет. А каким способом вы собираетесь ставить интернет? Например, есть деревни, в которых нет интернет, автолог и что-то типа того. Вот спутниковые тоже не очень хорошо ловят. Там, где нету ничего, просто деревни. Там, Это где? допустим, как сказать, ой, не знаю. Просто самые отдаленные деревни. Не, название деревни какое? Искра, Хабаровск. А какие у вас идеи, ребята? Хабаровск? При чем тут Хабаровск? Здравствуйте, я из Хабаровского Урска, и у нас почти нет, поэтому я вот сама учусь в 11 классе в этом году, и нашим ученикам приходится сидеть в школе, чтобы какой-то доступ до ночи, чтобы как-то заниматься. Это какой район? Повторите, пожалуйста. Анабарский улус. Это Соскалах, да? Так вот, мы на ВЭФе, на Восточно-экономическом форуме, договорились с компанией Ростелеком. Мы в конце 2020 года, в конце 19-го, в начале 20-го пришли в Оленек. 450 километров через удачный Верхнюю Муну пришли в Оленек. Подключили оптоволоконную линию Оленек. Вот. Дальше мы идем через Желинду в Соскалах. Мы подписали соглашение с Анабарским районом, и мы в Соскалах придем в 2023 году. Можете всем своим... Привет там всем передать. Скажите, Семенов сказал, что в 2023 году оптоволоконная линия придет в Соскалах. Вот. И надеюсь, к тому времени вы еще там будете. Вот. И придет туда 4G, тоже мобильный интернет, и это будет первый такой район с выходом на Северный Ледовитый океан. Спасибо, Мичил, спасибо вам. Очень жаль, что я не смог приехать. Я очень хотел вас увидеть, но давайте вперед, участвуйте. У нас будет впереди очень много хакатонов, очень много мероприятий. Следите за новостями, подписывайтесь на меня в Инстаграм, Индинда. Вот, и следите за новостями. Всех люблю, обнимаю. Мичил. Спасибо, что если будет время, мы приглашаем вас в наш музыкальный день, который пойдет 17-го, и с удовольствием ребята расскажут, пусть прекрасно проигрывают историю. Спасибо еще раз. Давай попробуем еще раз. До свидания. Все, до свидания. Увидимся скоро. Так. Ну что, продолжаем наши итоги. Так, у нас как бы батарейка насела, поэтому у нас, наверное, будем без микрофона. Нам необходимо провести как бы итоги дня. Так, наверное, без микрофона будет, да? Игорь. Так, сегодня у нас в целом-то все показали, проекты. Конечно, мы хотели сегодня посмотреть на рекламный таргет, по техническим причинам не смогли запустить. Завтра еще будет возможность, мы сами запустим. Для этого нам надо будет ваши креативы, текстовая информация, и с вами вместе, да, с утра мы запустим. Да. Завтра остается последний день перед защитой, потому что завтра вам надо будет все как бы завершить, да, то, что было сделано сегодня, что вы не успели, то надо завтра целый день, да, как бы посвятить, чтобы все ваши идеи были, да, воплощены. И послезавтра у нас будет демонстрационный день. Мы хотели, конечно, много чего хотели, но есть план, который, да, надо будет выполнить. И вот постараемся все равно как бы, да, как бы, хотя бы по минимуму сделать. Сегодня у нас все проекты мы посмотрели. Завтра дадим обратную связь. Тут у нас Игорь и где у нас ребята? Айтал. Они как бы ушли, да? Можно как бы позвать, мы сейчас именно быстро подведем итоги. И у нас еще есть три дня подряд мы не разыгрывали, да?
бонусы, прочие вещи, поэтому обязательно надо сегодня сделать. Иван, ты готов? Крутите мне барабан. Ты подготовил задание? Вот, да, ждут участники, прям решение. Поэтому давайте сейчас именно быстренько, Иван, ты как бы бонусы разыграешь, да? Мы потом, как бы, ребят, я думаю, что они как бы уже посчитали баллы, результаты, и потом покажем результаты, какие получились. Хорошо? У тебя есть возможность сейчас именно разыграть вместе, позови кого-нибудь, там, Леру позови, да? И давайте разыграем бонусы.